Центр специального назначения подразделения Службы государственной безопасности нашей страны предназначен для противодействия террористическим угрозам. В сферу работы Центра также входит розыск и задержание особо опасных преступников, проведение спецопераций по освобождению заложников. Руководство ЦСН наглядно показало студентам и школьникам свою работу. По сценарию все началось с десантирования. Сейчас происходит высадка беспарашютного десантирования, затем бойцы будут передвигаться по пересеченной местности. После десантирования бойцы элитного подразделения, законспирировавшись, поджидали террористов. Видя всю профессиональную подготовку подразделения, на время забывая, что это всего лишь учение. После обезвреживания противников и задержания студентам была продемонстрирована тяжелая техника в действии. Подразделение СГБ ЦСН – одно из ведущих в системе силовых структур республики. Учения показали высокий уровень подготовки сотрудников Центра. Имеющиеся на вооружении образцы оружия и техники смогли увидеть участники учений. В состоянии вести как одиночный, так и автоматический огонь. Стрелять можно с него очередями. В Центре специального назначения в селе Уарча Гулрыбского района студенты АГУ, СОИ, СВОКу и, конечно, школьники были не только зрителями, но и принимали активное участие в учениях. Помимо теоретической части, студенты и школьники прошли практические занятия по владению навыками применения различных видов оружия. Участники прошли занятия по огневой подготовке на полигоне Центра. Помимо того, что будущим защитникам Отечества показали образцы вооружения, снаряжения и экипировки, были также продемонстрированы совмещенные комплексные занятия по боевой подготовке, предназначенные для улучшения качественной подготовки личного состава. И наша съемочная группа не упустила возможность спуститься по веревке в специальном снаряжении. Корреспонденты Абхазского телевидения не упустили возможность поучаствовать в мероприятиях, которые устраивает специальное подразделение. Студенты высоко оценили показательные выступления, отметили хорошую подготовку, выразили благодарность сотрудникам Центра спецназначения за службу и отметили важность выполняемых ими задач. Многие из них изъявили желание после окончания высших учебных заведений пополнить ряды элитного подразделения. Я сам поступать буду в Воронеже в летное училище. И мне очень сильно интересно именно военное направление. Я считаю моим долгом служить своей родной стране. Особенно была захватывающая высадка вертолета, высадка военных с вертолета, и на таком близком расстоянии, правда, никогда не видели. И все было очень интересно, и я очень надеюсь, что нам это все в жизни не пригодится, но и все хорошо, что проходило это все в мирное время. Производился захват террористов, он мне показался наиболее захватывающим, так как производились широкий спектр действий. ЦСН можно охарактеризовать как боеспособное и подготовленное подразделение. Именно так и никак иначе. Сегодня Центр выполняет все поставленные перед ним задачи по защите жизни людей, свободы и государственности нашей страны. Подобные мероприятия проводим часто, в год 2-3 раза проводим. Приглашали силовые структуры. На этот раз целенаправленно, специально целенаправленно сегодняшнее мероприятие мы провели для молодежи, которая сегодня подрастает у нас. Пригласили АГУ, пригласили СОИ, пригласили СВОКу, пригласили со школы детей. Ну, по глазам вижу, что всем это понравилось, глаза горят. Это хороший результат, я так считаю, потому что молодежь должна расти, понимать, что они должны родину свою защищать.
Подразделение создавалось в сложный период истории нашей страны в 1998 году. Руководство страны приняло решение создать спецподразделение для борьбы с диверсионными и преступными группами. Первым командиром спецподразделения был Александр Солопов, заместителем Дмитрий Сангуля. Сотрудники ЦСН многое сделали для страны. Их почти уже 20-летняя история достаточно насыщена конкретными делами. Руководство ЦСН постоянно совершенствует свою подготовку, перенимает опыт российских коллег. На службу в ряды ЦСН попадают самые сильные и стойкие. После того, как молодой человек отслужил армию с военным билетом на руках, с хорошими характеристиками, не то что может, обращается, и мы уже проводим с ним определенные работы. Потом уже учебно-тренировочный лагерь 6-месячный, как пройдет, потом уже вливается в подразделение. Демонстрация оперативных мероприятий продлилась более 3 часов. Со слов подрастающего поколения, на одном дыхании. И, конечно же, после того, как были отработаны поставленные цели и задачи, всех пригласили отведать полевой кухни. Рената Шакая, Сейду Гухава, Абхазское телевидение.